На этой неделе в Уфе пройдет второй фестиваль классической музыки «Романтика осени». Давайте поговорим об этом сегодня в программе интервью. Я представляю гостя в студии Артур Назиуллин, генеральный директор Госоркестра Республики Башкортостан. Артур Искандарович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот лето, совсем не лето нынче, и вы с «Романтикой осени» подоспели, как обычно. Какая же музыка прозвучит? Может быть, все-таки она нас согреет? Безусловно, романтическая музыка прозвучит, но и не только. Будут шедевры классической музыки российской и зарубежной. И, конечно же, то счастье, с которым мы сейчас входим в состояние фестиваля, то ожидание чуда, мы видим, насколько преобразилась Советская площадь вот после ее реконструкции. И мы видим сегодня уже сцену, которая полностью дополняет этот архитектурный ансамбль, который вписан очень удачно в ансамбль колоннады и самого памятника Шаймуратову. И, конечно же, то, что пройдет уникальное событие, потрясающий фестиваль, 3 дня на Советской площади, будет звучать классическая музыка в традиционном для нас, в классическом формате. Правда, будет по 3 отделения в каждом концерте, это довольно много для всех нас, но, учитывая специфику выступления open-air формата на открытом воздухе, это все допускается. Мы говорим о том, что это будет фестиваль. Кто будет на нем выступать? Будут ли именно приезжие музыканты? Конечно же. Главный хедлайнер, как сейчас принято говорить, на сцене 2 вечера подряд Госоркестр Башкортостана, дирижер Дмитрий Крюков. И в первый вечер выступят абсолютно уникальные солисты. К нам приезжает пианист Денис Мацуев, к нам приезжают наши дорогие певцы Ильдар Абдразаков и Оскар Абдразаков. И, в общем, вот такой потрясающий вечер из симфонических шедевров, из инструментальных и вокальных шедевров прозвучат на Советской площади в первый день. Во второй день на сцене также Госоркестр Башкортостана, Дмитрий Крюков дирижирует, на сцену уже выйду я, на сцену выйдут наши гости из солнечного Узбекистана, потрясающие певцы Женисбек Пиязов и его команда единомышленников. В общем, будет тоже очень интересный вечер из разной музыки и советского периода, и шедевров русской классической школы, и зарубежной. А третий вечер на закрытии фестиваля выйдет на сцену наш дорогой друг, наш старший товарищ, Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова. Он будет впервые на Советской площади, безусловно, выступать. И вечер будет полностью посвящен симфоническому мастерству и симфоническому исполнению. То есть оркестр будет без солистов. И дирижировать будет также Дмитрий Крюков. Вот 3 насыщенных дня, абсолютно разные, в нашем классическом понимании, разные программы. В общем, огромное счастье, что все это состоится благодаря инициативе и поддержке главы нашей республики. Вы говорите о том, что это будут 3 дня и разные дни. Может быть, сможете характеризовать, какие, например, первые это будет ли тяжелый Брамс, или наоборот, это будет классика Чайковского? Вы знаете, мне так нравится, мы ведь с вами не первый раз встречаемся, и наше интервью превращается в такую интересную распасовку. Вы уже можете сказать тяжелый не рок, а тяжелый Брамс. Понимаете? Это такой уровень. Я просто счастлив, что мы с вами часто видимся, часто обсуждаем культурные события нашей республики. И вот так это красиво получается. Действительно, будет репертуар, в преобладающем большинстве, безусловно, понятный всем нам, и обычным, в том числе слушателям. Это будет и, конечно же, симфония Чайковского, симфония Рахманинова. Как я сказал, наши дорогие вокалисты будут исполнять знаменитые арии из зарубежных опер, из русских опер. И, в общем, Денис Мацуев будет играть, знаете, внегласный гимн Российской Федерации, первый концерт Петра Ильича Чайковского для фортепиано с оркестром. Почему я говорю внегласный гимн? Просто когда по воле нехорошего случая запрещено исполнять гимн на спортивных мероприятиях, всегда включают первый фортепианный концерт Чайковского. Это наша визитная карточка в том числе. Поэтому репертуар будет, безусловно, подобран с учетом понимания того, чтобы каждому слушателю было это понятно. С учетом того, чтобы привлечь как можно больше поклонников классической музыки. Или привлекать уже не нужно, и люди сами идут? Вы знаете, люди идут, потому что это хороший, если говорить
коммерческим языком, хороший продукт, это качественно, это здорово сделано, это изумительные музыканты, изумительные солисты, поэтому публика всегда приходит с большим интересом на на подобные мероприятия. Но мы всегда привлекаем, даже наши сегодняшние встречи, мы же рассказываем про потрясающие фестивали, конечно же, всех жителей Уфы и гостей нашей столицы в преддверии 450-летия мы, конечно же, приглашаем на такой большой фестиваль. На сцену выйдут вместе с госоркестром и Денис Мацуев, и Ильдар Абдразаков, да, это вот гранды, мэтры, звезды, тут этот ряд можно продолжать. Но госоркестр Республики Башкортостан уже не впервые играет, например, с Денисом Мацуевым. Вот уже, знаете, если в первый раз мы спрашивали, не волнительно ли, а сейчас уже привыкли? Вы знаете, для нас огромная честь каждый раз выходить на сцену с потрясающими музыкантами, с именитыми музыкантами, совсем с юными искорками, которые только сейчас постигают азы исполнительского мастерства. Поэтому каждый выход на сцену – это огромное событие. Ну и, конечно же, когда ты выходишь на сцену и с тобой вместе музицирует маэстро Мацуев, потрясающие певцы, Ильдар Абдразаков. Да, на самом деле огромное количество музыкантов, которые выходят на сцену с госоркестром. Мы всегда рады всем нашим солистам, и мы чувствуем этот эмоциональный отклик также от них. Вы правы, что с Денисом Мацуевым мы выступаем уже часто, и это традиционные встречи, как и в рамках фестиваля в Уфе, так и в рамках наших концертных туров по регионам России, в Москве, в Санкт-Петербурге. Это уже традиционная история. Но это подчеркивает для нас, конечно, и определенный рост коллектива, и большой кредит доверия от именитого маэстро, что он доверяет нашему коллективу и выходит с нами не только на наших мероприятиях в Уфе, но и на главных концертных площадках нашей страны. Конечно же, для нас это огромная честь. Но опять-таки я повторю, что просто счастье давать концерты. Мы для этого были созданы, и этим мы и живем. Артур Искандарович, когда я у вас спрашивала о том, что какие произведения будут сыграны, я помянтую еще и прошлогодний фестиваль, когда один из приезжих гостей исполнил песню генерала Шаймуратова. Мы помним все эту песню, да? Вот, и это тоже было своего рода реверанс, да, в сторону хозяев, скажем так. Вот в этот раз что-то подобное планируется или это пока секрет? Нет, абсолютно никакого секрета нет. Всю информацию подробную о фестивале можно посмотреть на нашем официальном сайте Госоркестра Башкортостана. Поэтому действительно гости также из Узбекистана исполнят и ряд произведений, которые были написаны башкирскими авторами. Это, безусловно, будет. И сейчас, наверное, один из самых часто задаваемых вопросов вам, это мы все видим, какая у нас сейчас погода. Готовы ли вы и к таким коллизиям? Но мы готовим себя к разному. Мы, конечно же, все вместе усердно молимся и призываем всех жителей Республики Башкортостан присоединиться к нашим мольбам, чтобы погода была к нам благосклонна. Но это на самом деле очень большой труд проводить концерты на открытом воздухе. Помимо того, что выстраивается сцена по определенным параметрам, где должны быть соблюдены не только ветер и дождь, но еще и температура. Ведь все-таки музыканты сидят 3 часа на сцене. Это огромный труд. Это огромный труд и находясь на сцене концертного зала, где все тепло и отапливаемо. Но при этом это огромный труд находиться на улице. Это вдвойне тяжело. И мы, конечно же, ведем с нашими коллегами и партнерами, кто нам помогает в этом проекте, очень трудную ежедневную работу. Также будет перевезен рояль на улицу. Это тоже определенные трудные манипуляции. Выстраивается партерная часть, так скажем, импровизированного концертного зала в 1300 посадочных мест, что тоже было учтено по опыту предыдущего фестиваля. Мы поняли, что огромное количество людей хочет прийти, среди которых и люди пожилого возраста, и мы должны максимально создать условия удобные. Поэтому это большая работа, и погода – это не единственное, что нас беспокоит. Не самый главный партнер, с которым нужно договориться. Но мы пытаемся с ней тоже договориться. Ну, вот вы говорите о том, что очень много нюансов. Очень коротко хочу, вот, может быть, такой немного компрометирующий вопрос задать. И тем не менее, ну вот к чему все эти испытания? Тот, кто хочет на концерт, придет и в ГКЗ Башкортостан, а здесь на Советскую площадь не каждый решится под зонтиком сидеть. Но вы знаете, цифры прошлого года.
За 2 дня фестиваля концерты посетило более 20 тысяч человек. Вот если мы говорим просто про 2 концерта, которые прошли на Советской площади, абсолютно в обычном формате, в 2 отделениях, мы увидели, какое количество людей приходит. Это же замечательное времяпрепровождение. Во-первых, оно не настолько тебя сковывает, если уж говорить так. Там нету каких-либо таких строгих рамок. Ты можешь прийти с кофе в руках, спокойно стоять, слушать классическую музыку. И мы вообще думали с коллегами запустить какой-то такой флешмоб, что такое для тебя романтика осени. И вот наши друзья, кто-то сделал предложение, что это прийти на концерты классической музыки со второй половинкой под зонтом и вкушать роскошную музыку. Понимаете, вот это все абсолютно другая атмосфера, нежели в концертном зале. И она, конечно же, привлекает большое количество гостей и жителей города. И потом это все-таки традиция, которая есть во всем мире. И open-air, которые проходят в главных точках культуры притяжения нашей планеты Земля, собирают просто сотни тысяч поклонников. Концертный зал при всем желании не может собрать такую большую аудиторию единовременно. Поэтому мы дарим, благодаря поддержке главы, Министерства культуры, такой огромный подарок Уфе и всем гостям нашей столицы. Давайте скажем самое главное, конкретные даты проведения романтики осени и время начала. С 22 по 24 августа с 19:00 Советская площадь, романтика осени. Всех приглашаем. Артур Аскандарович, спасибо огромное, что, несмотря на все эти хлопоты, вы сегодня пришли к нам в студию и рассказали об этом чудесном мероприятии, которое будет длиться все 3 дня. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.